Спасибо. Предоставляю слово адвокату Белану Зугаева, защитники Зарифа Саутиевой, члены Ингушского комитета национального единства. Как раз Зарифа и среди тех обвиняемых, которым обвиняют часть вторую, заметим, вторую 318 статьи, то есть причинение насилия опасного для здоровья по отношению к представителям власти через организацию, через статью 33. Пожалуйста. Приветствую, друзья. Зарифа Саутиева. Я бы хотел сказать сначала, кто она такая. Кратко, я долго не буду выступать, в процессуальные тонкости не буду вот это все входить. Зарифа Саутиева является музейным работником, чтобы вы понимали. Она всю жизнь, ну, не такую долгую, да, молодая женщина, она проработала в музее, она заместитель директора музея-мемориала памяти людей, жертв политических репрессий. Да. Сегодня она сама признана политзаключенной. Она дочь людей, тоже репрессированных. Ее родители в детстве были депортированы из ЧССР в Казахстан. Многие члены семьи ее родителей там умерли от голода, от болезней, в том числе ее непосредственные бабушки и дедушки. При этом, чем она была известна в республике? Тем, что она была активным таким культурным работником, она организатор, но не того, в чем ее обвиняет следствие, а она организатор многих выставок, картинных и так далее, в том числе и памяти погибших сотрудников полиции, то есть сотрудников правоохранительных органов, да, вот, которые у нас погибли в 2000-е годы. Она в том числе и памяти их проводила, фотовыставки и так далее. Поэтому ее многие в республике знают как просветителя, как культурного работника. Хотя сегодня все это следствие оборачивает против нее. То есть, что у нее вот такие организаторские качества, ага, значит, она могла организовать. Так ее все знают, ага, значит, она там может население республики настроить. То есть такой властью она, получается, обладает, работая в музее. Надо сказать, что то обвинение, которое сегодня предъявлено, ей крайне тяжело вот, морально это все переносить. Почему? Потому что она всегда была, вот я много с ней общаюсь, противником каких-то насильственных действий. И вообще все участники этого митинга, вот если вы помните, октябрьские, очень гордились тем, что там не нарушается порядок. И она была одним из тех людей, которые в октябре участвовал в этих митингах, и она тоже этим гордилась. То есть обвинять ее в том, что она организовала избиение этих росгвардейцев, а потом не выпускать ее из-под стражи, мотивируя это тем, что она, если выйдет, может этих потерпевших росгвардейцев где-то там найти и заставить их изменить показания, а именно вот такие формулировки используются. Но это все крайний цинизм, мы считаем. Что она делала 27 марта на площади утром? Ну, есть такое понятие, как гласность. Да? Вот много поколений граждан этой страны за эту самую гласность бились. Да? Вот в том числе, может быть, где-то их фотографии есть в этом зале. Она 27 утром приехала на эту площадь, чтобы снимать все в прямой эфир. Так как большой период времени в республике глушился интернет. И люди не знали, что, в том числе и в то утро, многие люди не знали, что начался разгон. Она приехала, она услышала, что была попытка разгона, и приехала это снять, чтобы люди видели, чтобы была прозрачность, что происходит, чтобы люди видели, нарушаются ли чьи-то права. Конечно, она не знала, что ее действия будут потом расценены государством как преступление. Что она приехала, наоборот, не допустить никаких преступлений. Так как она может снять и показать миру, надеясь, что если весь мир увидит, то преступлений не будет. Но она, к сожалению, и как и все мы, ошибалась, так как государство это восприняло вот так. Она снимала. Она не является профессиональным политиком там, или оппозиционером. Просто когда в октябре начались вот эти стихийные, а это были стихийные митинги, в октябре в республике, против того, что население республики не участвует в решении важных для республики вопросов. Люди вот против этого вышли. Не какие-то конкретные вопросы, а уже устали люди от того, по крайней мере, и Зарифа так считает, и многие люди так считают,
устали от того, что их мнение никого не интересует, в том числе и по жизненно важным вопросам. И она тогда начала участвовать как активист, как человек, который будет, как гражданский блогер, и это против нее сегодня обернули, в обвинении указано, что, используя свои навыки интернет-блогинга, она совершила это преступление. То есть вы сейчас, снимая, возможно, вы тоже совершаете преступление по логике следствия, используя навыки интернет-блогинга. Против нее обернули все, даже то, что она женщина. С самим фактом своего нахождения как женщины на митинге, обязывая мужское население любым способом обеспечить свою безопасность. Вот такая формулировка обвинительном в постановлении о привлечении. То есть то, что она женщина, вот она из-за этого она подогревала толпу, взывая к чувству национального единства. Ну, такие формулировки, честно сказать, не ожидали мы встретить все это в таком серьезном документе, как постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Ну, не должно быть там таких вот фраз, скажем так, почти беллетристика, в общем. Вот что она делала. Она снимала в то утро. Вот в этом ее преступление. Кратко скажу дальше, как все происходило. 3 апреля к ней утром ворвались сотрудники полиции. Мы говорим ворвались, почему? Потому что это невежливо постучали, это перепрыгивают через заборы, подъезжают Уралы и, в общем, страшно пугают. Да? Там у нее в доме были маленькие дети, там это семья ее брата, она с братом живет. После чего в масках просто берут, заталкивают и куда-то увозят. Я в то утро подъехал туда, и ко мне люди вышли некие в масках, никто не захотел представляться, никто не захотел предъявлять мне адвокату удостоверение. На мой вопрос, куда вы, что вы сделали с человеком, кто вы вообще такие, мне сказали, мы не справочное бюро, разбирайся, ищи сам. Естественно, я обратился в полицию и так далее, что вот неизвестные люди похитили человека. Полиция, конечно, разбираться не стала. В этот день ее продержали до вечера, в итоге просто оштрафовали. Судья Магасского районного суда, опять же, я участвовал в этом заседании, когда уже нашел ее ближе к вечеру в суде, просто нашел, так сказать, по мне, люди просто позвонили, сказали, вот ты ищешь ее, да, вот она в суде. Я приезжаю туда, она там вроде бы и никем не арестована, и не задержана, но фактически в окружении 4 сотрудников полиции, вот как особо опасный преступник. Хотя, в общем, на мои возражения судья, а в чем ее преступление, правонарушение, тогда речь шла об административном правонарушении. Мне сказали, она же там участвовала, она там была. При этом в материале было указано, что сотрудники полиции просили людей разойтись до 4:30 утра. Она приехала туда позже. Соответственно, она даже не слышала, что кого-то просили разойтись. Я судье на это указал. Но судья проигнорировал, и максимальное наказание до 20 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. То есть это о вопросе связи с судьями, родственной связи с судьями. Максимальные тогда всех оштрафовали. Где здесь клановость и так далее? Судьи никого не пожалели. В том числе и людей, у которых зарплата 15 тысяч рублей, 16 тысяч рублей в регионе, ему 20 тысяч штраф, кому-то и 150 тысяч штраф дали, Малсугу Ужахову и так далее. Вот 3 апреля, и потом отпустили. И уже, в тот день многих и не отпустили. Вот ее отпустили, и 12 июля ее задерживают, опять же, и 13 июля начинается заседание, и 15 июля уже ей избирают меру пресечения. Как ей избирают меру пресечения? В основу кладут документы, которые, по мнению следствия, доказывают ее причастность к организации избиения. Какие документы? Кратко я один документ просто назову. Это экспертиза лингвистическая. Вот тех самых слов, которые она произносила, снимая в прямой эфир. Опять же, возвращаемся к этому. Какие слова? Она кричала, она просто видела, когда началась потасовка, она начала кричать. Не кидайте стулья, она кричала. Кто-то кидал стулья в сторону сотрудников полиции. Она кричала, не кидайте стулья. Я судье объясняю. Ваша честь, говорю, если я не понимаю, я говорю, в чем суть? Почему? Если бы она кричала, кидайте стулья, я понял бы, почему мы здесь собрались. Она говорит, не кидайте стулья. Она говорит, не напирайте. Более того, в этой экспертизе был заведомо ложный перевод был некоторых ее слов. Там были металлические заграждения, которые стояли между полицией и протестующими. Они упали. Она говорит кому-то, там люди бегают, она говорит, поднимите эти заграждения, выровняйте их. Она говорит, выровняйте их по-ингушски. В экспертизе перевели так, скажите ребятам, что выравнивались и отходили назад. Я владею ингушским языком в совершенстве, да, я понимаю, что она говорит. И эксперт, если он владел бы,
Или он не владеет, или это заведомо ложного перевода осуществил. Поэтому мы требовали эту экспертизу, мы требовали право ознакомиться с ним, мы требовали заново провести эту экспертизу, нам во всем отказали или вообще игнорируют наше ходатайство, об этом уже все говорили. Вот так, притом даже не совсем грамотно была эта экспертиза. Да? В экспертизе указано, данное высказывание Саутьевой не имеет конкретного адресанта. Адресат – это к кому обращается, вот это хотел сказать эксперт, то есть не имеет конкретного лица, к которому она обращается. Но пишет адресанта. Адресант – это тот, кто обращается. Фактически они говорят, данные высказывания Саутьевой никто не произносил. Это в экспертизе, это вроде мелочи, но на основе этих мелочей человек сегодня 4 месяца под стражей сидит. И судья все это, конечно, проигнорировал. Это просто один момент, мы там много чего указывали. Как продлевалась мера пресечения? Судья 2 часа слушал просто целый корпус наших возражений, после чего сказал, вы это все вопросы, вы сейчас вины и невиновности здесь обсуждаете, это меня не касается, и, в общем, продлить. То есть оставить в силе. Как продлевалась мера пресечения? Вот как здесь уже рассказывали, судья даже где-то не удалилась в совещательную комнату, где-то последнее слово не дала. Это все нормально. Мы, честно говоря, были поражены тем, как проходят суды в Ставропольском крае. Я после этого похвалил наших судей. Я говорю, вы, оказывается, хорошо работаете по сравнению с тем, что мы там увидели. Вот так все это происходит, к сожалению. И обо всех нарушениях долго говорить мы не будем говорить. Просто мы хотим сказать, последний раз, последнее завершаю, продлевали срок содержания под стражей, в основу всего легли справки ЦП. Справки ЦП не могут быть основанием для продления. Это просто сотрудник полиции там сел, напечатал, распечатал, подписал и принес в суд. Это не доказательство, чтобы человеку оставлять под стражей. В этих справках, в том числе, была явно ложная информация. Например, что Саутьева участвовала на Икажском кругу в столпотворении. Вот 27-го утром был разгон, и часть людей ушли на Икажский круг, федеральную трассу перекрыли. Это уже было стихийно, там были молодые ребята. Указано, что она была там, ее там не было, и все это знают. Указано, что она хотела скрыться за рубеж. При этом 3 апреля у нее следователь изъял загранпаспорт, другого у нее нет. Следствие это зная, в справке пишет, хотела уехать за рубеж. И имея при себе, они указали, загранпаспорт, который они же изъяли. Я судье говорю, явно это уже фальсификация, Ваша честь. Судья меня, видимо, не расслышал. В общем, вот такие нарушения, которые для нас это явно указывает на то, что это дело объективно расследоваться не будет. Что есть какие-то указания, и согласно этим указаниям будет расследоваться. Поэтому мы надеемся, что в том числе и ваше участие как-то повлияет на судьбу этих людей. Вся вина которых в том, что они вышли на площадь и просто выразили свое мнение, несогласие. Все, у меня все.